Детство. Это слово ассоциируется у меня с друзьями, дворовыми играми, веселыми поездками на природу. В моей памяти хранятся сотни красочных воспоминаний, пересказывать которые я могу с большим удовольствием и часами напролет. А смогут ли в будущем похвастаться подобным запасом детских впечатлений современные ребята? Ведь развлечения многих из них сходятся к пассивному сидению с гаджетами. Постепенно образ жизни детей становится схож с буднями пожилых людей. Их перестают привлекать активные игры, не интересует спорт и пропадает желание учиться. Дети перестали лазить по деревьям. Да? Вот просто на примере приведу. У меня во дворе общий двор. Мушмыла, она сгнила, испортилась на дереве. То есть, если в наше время они лазили по деревьям, еще зелеными срывались, сегодня им это все неинтересно. У нас были подвижные игры. Вот. Просто спускаясь во двор, им не интересно те подвижные игры, которые проводили мы. Им интересно, они даже сидя рядом, они общаются через телефон. Современные дети интерпретируют реальность в виртуальное пространство. Именно в нем они создают группы по интересам, играют, а также наблюдают за жизнью знаменитостей. В Инстаграме я слежу за разными звездами мирового футбола. Захожу в соцсети, играю иногда в игры. И иногда, если я что-то не понимаю по урокам, я могу найти это в интернете. У меня есть аккаунт в Инстаграме со слаймами. И мы все, в нашем классе есть 4 человек, кажется, которые увлекаются слаймами. И вот мы вместе общаемся. У нас есть группа в WhatsApp. Игры очень интересные и мне очень нравятся. Например, Марио или там звуковые какие-то игры. Ребята довольно ясно обосновывают свой интерес к интернету, но страдает ли кто-то из них зависимостью, могут знать лишь родители, которые наблюдают за детьми дома. Обычную привычку посещать соцсети и серьезную зависимость легко отличить, говорит психолог Илана Кортуа. Зависимость – это ровно тогда, вот когда человека лишают, или он сам себя лишает, и при этом испытывает очень серьезный дискомфорт, когда ему невыносимо тяжело находиться там, где нет доступа к интернету. Если зависимость все-таки присутствует, то это серьезная проблема, которую не стоит оставлять без внимания. Степень привязанности бывает разной, соответственно, и ее последствия. В основном они сходятся к потере концентрации внимания на окружающем мире, в то время как реальное общение становится лишь формальным дополнением к виртуальности. Если это зависимость игровая, то, конечно, ребенку или подростку свойственно уходить, так скажем, вот в этот виртуальный мир, и у него, естественно, нарушаются отношения с действительностью, у него нарушаются отношения с окружением социальным, у него, в общем-то, он может быть замкнутым. Школьные учителя стараются ограничивать время использования гаджетов детьми, чтобы предупредить последствия подобного увлечения. Они утром приходят, телефоны сдают, я их прячу, и поэтому у нас тут проблемы с этим нет. Они сидят и работают на уроках. В то же время преподаватели говорят о необходимости внедрения в процесс обучения интерактива. Метод мела и доски уже не интересен современным школьникам. Хочется, конечно, чтобы были побольше в каждом классе интерактивные доски, чтобы мы могли использовать тот же интернет во время урока. То есть не только с книжкой. Книжка – это, конечно, хорошо, это нужно, но и тем интереснее урок будет, чем ты больше пользуешься тем же интернетом. То есть детям сегодня этот урок, который у нас проводился, он уже не так интересен. Да, они слушают на уроках, но хочется, и сами учителя тоже уже хотят уже больше преподнести. Но возможности как таковой пока у нас еще нет. В век информационных технологий интернет является неотъемлемой частью жизни. Лишать ребенка тех широких возможностей, которые подразумевают его использование, не есть правильно, отмечает и психолог. Нужно регулировать время нахождения ребенка в интернет-пространстве. Нужно точно знать, что именно, потому что интернет – это очень широкое понятие, и нужно точно понимать, чем он в этом пространстве увлечен, чем он занят, и почему он этим увлечен, и почему он там столько времени хочет находиться. То есть быть очень заинтересованным в ребенке со стороны родителей
что, в общем-то, его привлекает, что он получает и что он может получить. И какие вообще есть опасности, какие есть угрозы, связанные с использованием интернета. Также в этом вопросе важно демонстрировать правильный пример. То есть, если взрослые постоянно сидят в интернете, детей начинает волновать вполне обоснованный вопрос. А почему мне нельзя, если маме можно? У меня 2 сына, старший в 10 классе, младший в 8 классе. Конечно, не всегда контролируем так, как хотелось бы, но все равно стараемся по минимуму сидеть в телефоне. Ну, час-два как бы все равно умудряются сидеть после того, как сделаем уроки. И, естественно, суббота, воскресенье побольше. И мы их гоняем, но сами тоже недалеко от них ушли. Но в основном сериалы смотрим. Среди опрошенных школьников были и те, кто старается рационально использовать свое время и не засиживаться в интернете. Я считаю, что я держу много, это 2 часа в день. Я хочу поменьше сидеть и стараюсь каждый день сидеть в нем поменьше. У меня есть специальное экранное время. В день я сижу минимум 2 часа. Я стараюсь уменьшать. Но больше всего я люблю футбол. Если я держу телефон, это только про футбол. Чтобы воспитать вдумчивую личность, необходимо уделять ребенку немало времени, обращая внимание на его интересы, в том числе и виртуальные. Современные дети уже с 2 лет умеют снимать блокировку с мобильного телефона и легко пользуются поисковиками. Значит, ранний возраст – это самое подходящее время, чтобы начать прививать культуру пользования интернетом и избежать проблем в будущем. К слову, самое серьезное из них – это цифровое слабоумие. Амелия Бисмарк, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.